или Д. Окончание будет Т. Вместо Д. Вместо Д, Т. Окончание будет Ой. Вместо Д будет Т. Кибет-Т. В старотатарском так, там писалось так. Кибет-Т. То есть вот вы это увидите, кто будет изучать старотатарский. Олар кибет-Т. Сказуемое. Сказуемое это пишем. Они были в магазине. Мы только что сказали. Лар мы не употребляем. Булда. Олар кибет-Т булда. Олар кибет-Т булда. Вот. Спасибо. Ага. Следующий. Да. По-моему, вы следующий. Я вот прямо знаю, что не больше. А? Я прямо знаю, что я не больше, я могу не понимаю. Ну это не страшно. У нас возраст высокого интеллектуального потенциала, поэтому мы быстро нагоним. Так. Мы. Что мы делаем? Мы ели яблоко. Ладно, пусть будет яблоки. То есть мы ели яблоки. Мы едим, да? Мы едим яблоки. Значит, мы по-татарски без. Мы. Вот. Сказуемое, то есть едим, мы ставим в конец. То есть по-татарски ешь паша. Паша. Это ешь. А как нам образовать форму едим? Паша, то есть повелительное отгонение глагола оканчивается на гласный. Поэтому мы его стираем, и раз оканчивается на гласный, ставим окончание и. По закону синхронизма. Что такое окончание? Радифлавы, а пошел лабас, это сказать? А? Пошел лабас. Нет, ваши алабас. Пошел. То есть можем поесть. Паша алабас это диалектизм какой-то. Так. Какое окончание ставим? И или и? Ага. Вот, поскольку стоит твердая гласная А, да, а не Э, поэтому и окончание будет И, твердое. Закон сингармонизма. Если гласные мягкие в слове, значит окончание все будут мягкие. Если не твердые, значит твердые. Паши. Вот. Это у нас исходная форма на У. Настоящего времени. Паши. Он ест. А чтобы сказать мы едим, надо поставить в конец, приклеить вот это вот слово без в качестве окончания. Вот это без. Только по закону синхронизма. То есть твердое. Паши. Без. Без. Как окончание? Паши. Без. Так, а в серединке мы пишем второстепенное слово, да, дополнительное. Яблоко по-татарски алма. Алма. Значит, яблоки это добавляем окончание ла. Вот тут какое окончание? Лак или ля? Лак. Потому что алма,
самое, то есть половина. Без полома пошли. Да, алма в качестве родового понятия, что мы едим как бы что-то из рода яблока. То есть количество тут не важно. Важно качество, что мы едим яблоко. Можно? Я с самого начала предлагал, что яблоко. Просто нельзя яблоко. Ну да, вот вы замечаете, видите, это преимущество двуязычных людей, да, они замечают разницу между языками. Как один язык какими средствами передает какое-то значение, как другой язык передает. Так, следующий. Кто у нас следующий? Давайте начнем с вашей темы. Инструмент. Так. Мы пьем чай. Не, пока не будем чай. Без. Нет. Если Вы пили чай. Сес. Сэс, правильно. Сэс. То есть пили по-татарски эч. То есть вот пишется, я сразу говорю, как пишется. Эч. А сейчас? Нет. Вы туда не смотрите. То есть первое буква или... Нет, русская Русская Ну вот киты. Не. Обыкновенная русская нет. Русская Которая в конце Все, я понял. И че. То есть эч это пей, да? По-татарски. Значит, нам нужно образовать, это у нас что, прошедшее время, да? Нам нужно образовать форму на у. Прошедшего времени. Что мы туда подставляем? Туда не смотрите, там это не то. Окончание какое в прошедшем времени? Это исходный падеж? Исходный падеж? Нет, падежи относятся к именам существительным, к глаголам не относятся. Эч, те, да, эч, те добавляем. С е. Да, эч, те. Эч, те, то есть это он пил, да? Он пил. А как сказать сес, то есть выпили? Чего туда мы добавляем после эч, те? Добавляем аффикс гез. Аффикс гез добавляем. Да. Спряжение их надо как-то так подучивать. HTGS, правильно. Вот. И посередине мы представляем слово чего? Чай. Чай это диалектизм, да? Чай. Да. Сейчас чай, HTGS. Все, спасибо. Можно посложнее, да? Я учила урок. Не. Значит, учила. Я плавал.
Ятлам это учить наизусть. Я имею в виду, просто учили его. Читать. Когда можно, Это же читать. но оно идет и как учиться, да, или учить. А какое другое можно слово выделить? Да, иря. Иря. Слово иря, да. А Ирендым Николу, как я научилась, Ирендым научилась. Нет, ну да, она его когда-то учила, то есть она не учит, а учила когда-то. Ирян, да. Знаете, Ирян это, то есть вот учись, значит, мы образуем форму наук прошедшего времени. Иренде. Иренде. Почему? Окончание Е надо, окончание спряжения надо учить. Иренде. И раз это я, ми, да, значит иренде. Ирендем. Вот и урок. Урок такой. Урок по-татарски дерес. Да. Дерес. И дерес, и дерес. Да. Я же говорил, что винительный падеж имеет такую сокращенную форму. Обычно это касается... Это обязательно? А? Или Дересны и ренды – это намек на то, что дерес – это одушевленное. То есть обычно так не говорят. Мин ошны яратан. Ош яратан. Так. В уральских лесах, растут ели, сосны, пихты, лиственницы и кедры. Я посмотрели, как там раз набрали. И другие виды хвойных деревьев. Ну, вы уже... Урал? Если бы это было так просто, как Урал? Как Урал написать? Чайник. 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 Скажите, пожалуйста. Так. В В уральских лесах растут ели, сосны, пихты, лиственницы, кедры и другие виды хвойных деревьев. Это у нас вот для атмосферы каждый урок такой устраивает. Дерев, да. У вас вообще пропадает поэт. Вам надо как-то это... На литфак. На литфак. КГУ. Соляр у нас в конце. У Соляр в конце. О! Сразу я засуяю. Вообще, да, да. А? Нет, там есть те самые ели, сосны, пихты, лиственницы, кедры и другие виды хвойных деревьев.
Ширши. Ширше на Е. Ширши. Или Как сказать? Шершела. Шершела. Сосны. Марла. Марла. Лиственница. Нет, там сначала пихта. Пихтовая. Шершела. Нет, лап отдельно. То есть это замок. Так, Лиственница. лиственница. Карагай. Парагай. Жибергай. Иде. Парагай. Три. Лай. Ла. Лавар. Запятая. Там. Запятая. А здесь. Кедры. 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 Так что рано написать гусяля. Надо было еще сдвинуть. Мы, наверное, строчку вора. Юл, ладно? Так. Кедры. Эрбет. Эрбет. Кедр по-татарски не это. Нет, еда. Эрбет. Слово ирбит. Ирбит слово. Город Ирбит. Эрбет, город Ирбит. Кедр. Происхождение будет такое, что ли? Да. Ирбита. Да. Видишь, местно. Такие, да? Хамошка. Да? Верно? Нет, вот смотрите. И другие, что мы сказали, породы, да? Да. Хвойных деревьев. Вот. Хамошка. Нет. Вот любой вот такой вот оборот в татарском языке, да, несогласованное определение, что называется, да, всегда самые второстепенные слова пишутся наперед, а самое основное слово пишется сзади. То есть какое здесь самое основное слово? Другие породы. Ну, какое самое основное? Хвойные деревья. Нет, другие породы. А, другие породы. Хвойных деревьев это нос обратительно падеж. Поэтому эрбетерха хвойные. Хвоя как по-татарски? Лос. 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 Ağaçlarının другие породы, другие виды там. Вид, порода как по-татарски? Ну, вид, порода там. Тюр. Другие породы. Ağaçlarının başka türleri. Уся, а не усяля. Совершенно верно. Усяля это плохой тон. Уся. Тür, başka. Уся. Ага, единственное тут, что можно добавить. Значит, вот окончание, это однородный член у нас. Шершелар, моноклава, шершелар, параллелар и так далее. Это однородные члены. Вот, когда пишем однородные члены, да,
мы можем не писать у каждого из них окончание множественного числа. Мы судим по числу всех этих однородных членов по последнему слову. Вот. Жең урмандарында шыршы, нора, тон, шыршы, қорағай, эрбетлер. Мы уже понимаем, что это все было перечислено. Все это относится к этому ляр. Һәм ылыслы ағачларның башка түрләре үсә. Красота. Ой. Ладно. Следующий пусть отвоится. Это не так. Просто не всем же повезло родиться на сегодня в Свердловском. Внизу, Стирать пока нет. внизу. Нижние два. Может, подождите? Нет, нет, Слева стирать внизу. это не надо. Помогает. Так. Сложное предложение роятся в голове. Заразительно все это. Так. Что еще? Я вышел из Вовы. Ну или из леса. Я вышел из леса. Из лесу вышел. То есть вышел. Вышел. Ну из леса тут пишем, да, вот тут все. Правильно, тоже предложил. Да. Так, вот смотрите. Слово урман. Окончание нам. Вот. Мин урман начертан. Вот смотрите, очень хорошо вот это вот такое важное дополнение, да, к падежному утверждению. То есть из лесу, да, то есть это у нас исходный падеж, да, черешкивиш. Мы сказали там дан, ден, тон, тен, но если, так же как во множественном числе существительных, если слово оканчивается на букву Н, или М, то окончание превращается в нам или нен. То есть мин урман нам щептан. Урмандан будет неправильно, да, уже? Урмандан это говорилось раньше, в А. начале 20 века на старом татарском. Там этого правила не было. То есть все же, чтобы было легче произносить. То есть урмандан стало урмандан. То есть раньше что было? Милостивый государь в первых строках своего письма. Сейчас пишу. Чё? Все понимают, что это означает. Милостивый государь, как ваши дела? Так, кто следующий? Кто следующий? Молодец, спасибо. Если я вообще ноль. Можно?
диск. Да, значит. Ты съел грушу. Кто это скажет? Грушу. Ты съел грушу. Ты съел грушу. Армут. Ну, можно армутне, но обычно неодушевленные пишут такой усеченная форма единичного падежа, просто армут. Нет, это не одушевленное армут. А армутне, ну, как сказать, оно не всегда так бывает, как правило. Иногда без полной формы не обойтись. Алло. Съел. Но у нас уроки. Так. То есть глагол ешь, глагол паша. Мы от него образуем форму. Он у нас что, съел? Да. Нет. Паши это настоящее время. Прошедшее время глаголу паша. Паша д. Паша д. И раз это си, значит си, армут. Паша д. Ел грушу, да, повтори. Не, вот тот самый слова, который. Самый слова, который. Можно спросить? Всегда помню с детства, женщина на балконе кричала про сына глагол смотрю, она сына, когда домой гоняла, она кричала килограмм. Привет, килограмм. Она что мне говорила? Заходи, я убью. Да. Она правильно говорила? Килограмм. Ну, так-то, да. Грамматически правильно. Но писарушки можно сказать. Глагол утер. Бей, да. Я почему-то все детство мне, ты помнишь, там, утром садись, ешь, там, бабушка, ну, там, кричит одновременно, килограмм, иди и садись, чего она там. Да, вот незнание закона синхронизма, то есть вас подвело. По время перевода. Да. Он пошел. Нет, пошел уже был. Кушай именинный торт. Есть такое? Не, не торт. Ой, я просто. Да. Он зарапортовался. Именинный торт. А есть это? Чак-чак. Нет, может быть просто торт. Это же интернациональный. Кондитерские изделия же не переводятся же. Можно написать? Съел торт. Именинный торт. Ест именинный торт. Пошей. Ну да, это правильно. То есть вот в начале предложения пишем «о»,
действительно опытный студент. Какой интервал студент. То есть, как бы именины это как день рождения переводится, да, туан кюнен. То есть в татарском языке сифат, то есть прилагательное, так же как в английском, оно, если стоит перед именем, оно никак с ним не согласуется, оно превращается в прилагательное. Green, green, на английском. Зеленая зелень. Так. Поэтому вот день рождения, да, то есть как это сказать, рождительский день переводится, да, как бы, да, то есть туан, кюнен. И кюнен, оно согласуется, то есть добавляется аффикс третьего лица. Не просто это день, а это кюнен рождения. Туан кюнен. Здесь аффикс принадлежности опускается для стройности. Тортон. Туан кюнен, тортон, потому что туан кюнен, торт это отдельное слово, его нужно же включить в словосочетание. Поэтому добавляем аффикс принадлежности третьего лица. Тортон, машин, тортон, машин. Тут не «э», а «о», да?